Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Весеннее половодье в Якутии может пройти хуже прошлых лет. Какие факторы повлияют на уровень воды? В Совете Федерации пройдут Дни Якутии. Айсен Николаев обсудил с сенатором от нашего региона Александром Акимовым важные для республики вопросы. Игра, дошедшая до нас из древнего Китая. Сборная Якутии по интеллектуальным играм готовится к чемпионату мира по игре ГО. Весеннее половодье на территории Якутии может пройти с отклонением в худшую сторону от параметров прошлых лет. Об этом сообщил агентству ТАСС замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС Владимир Мошков. Он отметил, что это обусловлено снегозапасами, которые приблизительно на 30% больше среднемноголетних значений, а водность снежного покрова составляет около 60%. Кроме того, по мнению ученых, из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, что привело к значительному увеличению толщины льда. Пожар в школе села Барагонцы Усть-Алданского района ликвидирован. Огнеборцы прибыли на место возгорания через 3 минуты после вызова. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по региону, площадь пожара составила 70 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 18 человек и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается. Пожар с первого этажа перекинулся на второй этаж, потом на третий и на чердачное помещение. Так, на первом этаже 27 квадратных метров сгорело, повреждено огнем, и на втором этаже 30, на третьем этаже 30 и в чердачном помещении 10 квадратных метров. Предварительная причина на данный момент устанавливается, и материальный ущерб тоже устанавливается. Погибших и пострадавших нет. Благодаря слаженной и оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар на площади 70 квадратных метров. Было задействовано 18 человек и 7 единиц техники Усть-Алданского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Также для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает дознаватель МЧС России. Первую партию вакцины от COVID-19 полностью использовали в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире программы «Якутия вперед». Первая партия, 27 тысяч доз, была полностью всем поставлена, а сейчас идет вторая, это 15 тысяч доз, сказал он. Глава Якутии отметил, что в ближайшее время на территорию региона поступят следующие партии вакцины по 5 и 7 тысяч доз. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех районах республики. В течение марта-апреля необходимо создать серьезную иммунную прослойку, чтобы люди были вне угрозы от этой болезни и можно было забыть про ограничения, подчеркнул Айсен Николаев. Определены новые даты, когда проведут перепись населения. Основной этап всероссийской переписи состоится с 23 августа по 30 сентября этого года. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 1 апреля по 20 декабря. Кроме того, финансирование переписи увеличивается на 8 миллиардов рублей, из которых основная часть будет выделена в этом году из резервного фонда правительства. Напомним, предыдущая всероссийская перепись населения прошла в 2010 году. В следующем году в Совете Федерации пройдут Дни Якутии, приуроченные к юбилейной дате столетию Якутской ССР. Об этом стало известно на встрече Айсена Николаева с сенатором от Якутии Александром Акимовым. Сенатор проинформировал главу региона об итогах работы Комитета по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера, а также Совета по Арктике и Антарктике, который он возглавляет. Одними из основных также стали вопросы финансирования ряда инфраструктурных объектов в Якутии, требующие поддержки на федеральном уровне. Это строительство дорог и мостов, капремонт наземной инфраструктуры, малых аэропортов в северных районах, целевая программа «Дети Арктики» и другие вопросы. Мы с Айсеном Сергеевичем Николаевым обычно год несколько раз встречаемся, обсуждаем проблемы, над которыми нам совместно работать в Совете Федерации, в Федеральном собрании, в федеральных министерствах, ведомствах. И мы договорились, что с этого года мы начнем подготовку
тех принципиальных вопросов, по которым сегодня республика нуждается по государственной поддержке правительства Российской Федерации, Совета Федерации. 47 миллионов рублей направят на газификацию земельных участков в Якутске. По информации пресс-службы мэрии столицы, в текущем году начнутся строительно-монтажные работы по газификации левой стороны на 13-м километре Намского тракта. Это улицы Мархинская, Жатайская, Жатайская 1, Просторная, Студенческая, переулки Просторный и Аргыз. Кроме того, начнутся проектно-изыскательские работы в микрорайоне Марха по улицам Набережная, Соцсырдах, Почтовик, Степная, на Покровском тракте, Сот Виктория. Ученики Хатасской школы осваивают технологию резьбы по дереву. Это одно из направлений школьной медиастудии. Здесь дети во внеурочное время занимаются с 5 класса. Они готовят сувениры, обереги, подставки для гаджетов и другое. Первым делом ребята создают макеты своих будущих работ в программе CorelDRAW. Далее при помощи лазерного станка наносят на фанеру гравировку. Одна из необычных работ – это так называемый вечный календарь из дерева, сделанный на основе древних якутских традиций. На календаре имеются отверстия, которые символизируют дни, недели и месяцы. В программе в CorelDRAW делают макет, после чего в RDWorks этот макет закидываем и скорость, мощность выбираем. Ну и, соответственно, размеры проверяем и запускаем. Используем материал фанеру, а так оргстекло есть еще. Оно может резать ее, в принципе. Пока что мы оргстекло не резали. Обучаем детей, ну и для детей и учителей делаем продукции различные. Ну, на подарки и так далее можно сделать, в принципе. В Татинском районе проводится неделя этнокультурных мероприятий. Сегодня там отмечается День Олонхо. В честь празднования жители села Черких в национальных костюмах на озере Мандайбан изобразили на снегу сакральный знак, оберег Бориса Неустроева Мхарысхал. Обряд состоялся 27 февраля. Сборная команда Якутии по интеллектуальным играм готовится к чемпионату мира по игре «Го». Он пройдет во Владивостоке. «Го» – это логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая еще в Древнем Китае. Подробнее расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Александр – один из первопроходцев по развитию и продвижению игры «Го» в нашем регионе. Узнал об этой игре, будучи еще студентом. Я второй дан по игре «Го». Играю в Го уже больше 5 лет. Научился играть в Высшей школе экономики в Москве, когда учился в университетском клубе. Очень люблю эту игру, постоянно участвую в соревнованиях и в ближайшее время планирую поехать на чемпионат Дальнего Востока. Игра похожа на шахматы, также считается интеллектуальной, развивает стратегическое мышление. Ну, расскажите вообще суть игры, чем отличается вот эта игра от других настольных игр? Игра Го – это стратегическая игра, где, несмотря на то, что тут тоже, как и в шахматах, можно съедать камни соперника, основная цель заключается в том, чтобы окружать камнями своего цвета большую территорию, чем соперник. Территорией мы называем, например, вот такое вот пространство, которое окружено камнями одного цвета. Но в отличие от шахмат и других игр стратегий, Го, так, по крайней мере, утверждают игроки, развивает еще и духовность человека, его эмпатические способности. Игра Го, она отличается тем, что ты начинаешь играть с пустой доски, начинаешь выставлять камни. И она больше про созидание. Ты составляешь какие-то фигуры, начинаешь захватывать территорию, и в итоге ты узнаешь соперника. Как человек думает, как человек мыслит. И на самом деле вот это Го сейчас для нас очень важный язык международного общения с нашим азиатским миром. Сегодня Го входит в число игр по интеллектуальным видам спорта. В Северо-Восточном федеральном университете в этом году также включили ее в список интеллектуальных олимпиад. Так что выпускники школ могут получать дополнительные баллы за достижения в этой древнекитайской игре. Сейчас во всем мире уделяют большое внимание именно развитию интеллектуальных видов спорта. И роль шашек, шахмат и Го возрастает. И вот наша мечта наконец-то сбылась. В 11 раз проводится Северо-Восточная олимпиада школьников, но мы впервые включили наши интеллектуальные виды спорта на эту олимпиаду.
У игры «Гоу» большое будущее. Уже в конце марта члены нашей сборной поедут в Хабаровск на дальневосточный чемпионат, а в июне будут представлять республику на международных интеллектуальных соревнованиях, которые состоятся во Владивостоке. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В Москве прошли соревнования по художественной гимнастике, на которых впервые участвовали юноши. Однако мужские выступления отличаются от женских буквально во всем. В Мирном секция художественной гимнастики тоже есть. Наши коллеги побывали на тренировке и выяснили, могут ли сюда попасть мальчики. Ноги трясутся, значит, растяжка идет. Молодец. Вот так, не скрывая слез и пытаясь улыбаться, проходит для девчонок тренировка. За макияжем и блеском пайеток вывихи, растяжения и синяки от ударов булавами. Художественная гимнастика – это смесь танца, спорта, гибкости и невероятной координации. Здесь нужно и ловить предметы, и успевать носочек тянуть. Вперед! Вперед, 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 вперед. Сделали складочку, лежим. Раз, два. Сейчас в секцию художественной гимнастики принимают девчонок от 5 до 6 лет. Сюда могут и принять детей гораздо меньшего возраста. Главное, чтобы дети выдержали тренировки 2 раза в неделю. Сейчас тренеру Юлии Коноваловой на гимнастическом ковре помогает ее ученица. Кандидат в мастера спорта Ксения Павлова учится в школе Олимпийского резерва. Это она уговорила директора набрать новую группу. На этом ковре оказалась в 5 лет. За ее плечами крупные соревнования не только в России, но и за границей. А на турнире «Дети Азии» в Якутске Ксения сумела получить бронзу. Прыгаем, ножки натягиваем. Раз, два. Выше, выше, ножки натягиваем. 3, 4. Раз, два, 3, 4. В прошлом году в секцию набирали и мальчишек, но это было скорее похоже на занятия по физкультуре. Здесь говорят, для занятий с мужской половиной нужна совсем другая квалификация, хотя рады абсолютно любому ребенку. Полгода назад сюда приходили 3 мальчиков, они долго не продержались. Как бы в кругу девочек им не очень нравится, а так, конечно, ждем. Пусть приходят, попробуют, может понравится, может что-то получится. Как, например, у мужской сборной из Петербурга. Спортсмены не в блестящих купальниках и без лент, и выглядят весьма мужественно. Мужская художественная гимнастика – это огромное количество прыжков, акробатических этюдов и переворотов. Носочек тянут, как и в привычной гимнастике, но скорее это уже совсем другой вид спорта. Ксения Исламова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Через несколько минут мы вернемся с большим выпуском новостей. Оставайтесь с нами.